Закон о кадетах позволит без проблем открывать кадетские классы и школы в республике и решит многие вопросы, с которыми встречаются сегодня, заявил спикер Госсовета Игорь Ковзель на встрече по вопросам патриотического воспитания и развития кадетства. Руководитель парламента Коми представил законопроект, который разработали наши народные избранники. Пока документ на стадии обсуждения. Елена Кононова продолжит. Сегодня в Коми кадетское движение развивается стихийно, без определенной системы и нормативной базы. При этом об открытии таких классов задумываются многие муниципалитеты. И на каждой встрече с Игорем Ковзелем предлагают: было бы неплохо, наконец, узаконить кадетство. Парламентарии республики, в свою очередь, с этой инициативой уже не раз выходили и в Госдуму, и в Минобразование страны. Но так и не дождавшись положительного ответа, решили разработать свой законопроект. Если появится этот закон, то мы наконец-то уже систематизируем данную работу, и нам станет намного легче уже создавать такие кадетские классы. И потом, после этого закона, надеюсь, что появятся уже и методички, и рекомендации о самом процессе обучения в таких классах, о том, как это все должно выстраиваться, чтобы не было у нас, скажем так, не было того, чтобы каждый директор школы, каждый преподаватель вынужден был самостоятельно этот процесс изучать, проходить, наступать, так сказать, на грабли. Но самое главное, принятие закона решит проблему финансирования кадетских классов и школ. Сегодня они существуют на средства родителей. Формы, командировки, слеты – все за их счет. В новом документе, говорят эксперты, нужно четко прописать, кто и из какого бюджета будет получать поддержку. На сегодняшний день в законе, в законопроекте, который представлен, нужно четко сформировать понятие. То есть школы кадетские могут быть создаваться только на уровне республики, тогда они будут иметь статус государственный. Или они также могут быть на уровне муниципалитета. Вот, например, в Втором ручье школа муниципальная. То есть если в законопроекте будет говориться только о государственных школах, то муниципальная школа не будет иметь такую поддержку, как на уровне республики. Сегодня уже очевидно, с появлением закона в Коми значительно вырастет количество кадетских классов. И потому уже сегодня необходимо решать кадровый вопрос. По словам Игоря Ковзеля, задачу по подготовке педагогов можно поставить перед Сыктывкарским университетом. Когда вот мы говорим о том, что придут работать сотрудники специализированных учреждений, они ведь придут раз в неделю, дадут занятия, а вся остальная работа ляжет на педагогический коллектив того или иного учебного заведения. У кого-то эта работа, вот как, например, в Сосногорской кадетской школе, поставлена очень давно и хорошо. Кто-то еще только начинает работать и не знает, как это сделать. Вот для этого нужны подобные курсы, семинары, практикумы именно в республике. Кроме того, сегодня кадетское образование необходимо систематизировать. Единороссы республики в рамках партийного проекта кадетства уже разработали алгоритм, позволяющий курировать кадета с 5 класса и до поступления в вуз. Опробует инновацию на базе Сыктывкарской школы номер 18. Есть план, есть определенная тематика дополнительного образования. Основные дисциплины предлагаются: это военная история, физическая подготовка, рукопашный бой, уроки этикета, это бальные танцы, уроки психологии, уроки какой-то профессиональной направленности, например, кинология, спасение на воде, действия при пожаре, действия при дорожно-транспортном происшествии. Самому законопроекту о кадетстве предстоит пройти немало экспертиз. В эту пятницу в Общественной палате состоится первое обсуждение. Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Юрган.